Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители спорта. Вы смотрите еженедельную программу «Про спорт». Ибрагим Таркоев одержал блестящую победу на вечере профессионального бокса «Кубок Московия». Турнир состоялся накануне в подмосковном Пушкино. Ингушский боксер показал красивый и зрелищный бой. В главном бою вечера он противостоял сопернику из Индии, выиграв бой во втором раунде техническим нокаутом. Локомотив Акрон 2-0. Матч прошел в рамках Кубка России. Наверное, для болельщиков, особенно для ингушских, это противостояние стало самым интересным за последнее время. Еще и потому, что состоялось дерби братьев Бакаевых. Старший Зелимхан за Локомотив и младший Солтмурат за Акрон. Голевой момент наступил на 12-й минуте. Зелимхан Бакаев стал одним из организаторов красочного гола. После его подачи с фланга и точного удара в створ Николая Камличенко мяч после рикошета от защитника оказался в сетке ворот Акрона. Для младшего брата Солтмурада матч сложился менее удачно. Несмотря на все старания, его команде не удалось распечатать ворота Локомотива и отыграться. Из-за красной карточки они играли в меньшинстве, а пенальти зафиксировал победу железнодорожников со счетом 2-0. Спортсмены из Ингушетии завоевали 9 медалей на всероссийских соревнованиях по тэквондо на призы спортивного клуба «Чемпион». В копилке представители региона 3 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые награды. Победителями соревнований стали Абдулмалик Муталиев, Мухаммад Амин Аушев и Мухаммад Хашиев. Серебряные медали турнира завоевали Абубакар Хидиров в весе до 61 килограмма, Мухаммад Цискиев до 45 килограммов и Мухаммад Муталиев до 32 килограмм. Бронзовыми призерами стали Абдулмалик Миржоев, Мухаммад Хуциев, Сайфулла Камурзоев. Всероссийские соревнования по тэквондо проходили в Каспийске. Участниками турнира стали порядка 700 спортсменов из 24 регионов, которые соревновались в категориях мужчины, юниоры и юноши. Рахим Хамхоев завоевал золото в весовой категории до 66 килограммов на юношеском чемпионате мира в Софии. В финале он победил казахстанца Жилкайдара Мухаммад Али. Напомню, Рахим также является обладателем золота первенства Европы в Македонии. Бронзовая медаль этого чемпионата также у Муслима Катиева, который выступал в той же весовой категории. Чемпионат мира по дзюдо до 18 лет завершился 30 августа. За награды боролись свыше 400 дзюдоистов из более 60 стран. Сборная России в составе 20 спортсменов под нейтральным флагом приняла участие как в личном, так и в командном микс-турнире. В Ингушетии активно развивается и самбо. У нас сегодня в гостях самбисты Руслан Тичоев, Саид Беков и их тренер Ибрагим Чахкиев. Ибрагим, Далит Халшин, приветствую вас и ваших воспитанников в студии программы «Про спорт». Знаю, что недавно вы выезжали, принимали участие в соревнованиях. Расскажите подробности, каких результатов они добились. Мы всех приветствуем. Я являюсь президентом Федерации самбо Республики Ингушетия, координатор федерального проекта «Единая Россия за самбо» по главе Тунгоеву Магомеда и Картоеву Ибрагимом. Мы во всех колледжах, школах открываем самбо, по возможностям ложим ковры. Вот сейчас последний раз выехали на межрегиональный турнир в город Грозный. В количестве 13-14 мальчиков боролось. И много регионов присутствовало. Также вся Чеченская республика команды выставили. Наши ребята выступали 11-13 год и 14-15-16 год. Наши ребята завоевали 10 первых мест. Кстати, Беков у нас является победителем первенства России 2024 года и финалистом 2025 года. Турнир первый место, он просто. Ну ничего, после этого 6-7 турниров, начиная от Калмыкии, Астрахани, и Нальчик, Чечня, Дагестан, везде мальчик первое, второе место занимает. Также Тичоев у нас, Руслан, около 15 первых мест по дзюдо, по самбо. Сейчас уже и по боевому самбо выступают. Сейчас мы готовимся в Шали, тоже на мастерский турнир. Да, Лендали. Всего одна команда выезжала у нас. И вот Беков с ними присоединился, наш победитель первенства России. Благодаря этому флагману ребята показали хороший результат, хорошую борьбу. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить тренеров
начиная от Салиюта, Магаса, Барахоева, Ислама, Исраила Хамхоева, вот также Скоробулака, не буду говорить, что это мои сыновья, но Ислам и Исмаил Чаркиев, Тимур Султыгов, потом Шибилов Гирихан, Зязи Гюрт, вот его тренер тоже является первым, Моусер Гагиев, и многие, Мальсагов Магомед, и многие другие ребята, которые поднимают самбо. Это наш российский национальный вид спорта, самбо и боевое самбо, который нужно развивать. И не зря у нас есть трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион мира по боевому самбо. Вот, победитель 25-го года Европы выиграл Талдиев Рустам, Талдиев Ахмед. Это наши воспитанники нашей республики. Поднимает ингушский флаг, российский флаг. Так он, благодаря усилиям наших тренеров, получается это делать. Хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить Белхароева Руслана, министра спорта, заместителя Султыгова Тагира, Мургустова Магомеда, которые по возможности уделяют внимание, изыскивают средства, отправляют нас. Алхамдулилlah, работа идет. В таком темпе будем продолжать. Вот за последние 2 месяца, первый раз было пляжное самбо, вот 2 месяца назад, 4 веса было. Ингушетия заняла командное первое место. Мы взяли 58 и 79, 2 первых, и 88 второе место. Это где было? В Дагестане, Махачкале. И 3-е командное первое место заняли. Ибрагим, вы сказали, 14 спортсменов поехали, да? Да, 14 из них, 10 первых, 1 второе и 2 третьих, да? Вот так. И первое, второе у нас заняли наши ребята, в финале боролись, которые второе заняли, Хамхоев и Растармаев, да? То есть все спортсмены завоевали медали? Почти все, да. Это довольно хороший результат. Да. Ну, если честно, отобрав ребят, лучших повезли. Еще лучшие остались некоторые, возможно, некоторые материалы тоже не хотят. Ну, тем не менее, кто поехал, достойно выступил. Эти ребята выступили так, как они должны выступить. Добросовестно тренируются и в Карабулакском ФОКе, и в Плиевске. Вот, хотелось бы поблагодарить директора ФОКа Плиева, Мусу Плиева, который хорошие условия для детей создает. Благодаря этим людям у нас получается ингушский флаг поднимать. И я надеюсь, что эти ребята, вот сейчас он будет уже бороться, чуть постарше, и на Европу, и на мир поедет. У него все есть, чтобы это сделать. Но голову нельзя задирать, а надо еще сильнее тренироваться. Да, Руслан? Да. Да, Лендаль. Интересно, сами наши юные чемпионы довольны результатом? Саид, расскажи, кто был твоим соперником? Вчера я боролся в город Грозный. У меня там были 3 схватки. Все были чеченцы. Со мной боролись. Сложно было? Немножко сложно было в финале, а так нормально. Как долго ты готовился вообще? Я готовился 2 месяца, работал, тренировку делал дома. Давно ты вообще занимаешься спортом? Я занимаюсь 7 лет. 7 лет уже? Да. А сейчас сколько тебе? 14. 14, 7 лет ты занимаешься, да? И всегда занимался самбо? Нет, 6 лет я занимался дзюдо, а 1 Они год. под дзюдо выступают. И под дзюдо Да, тоже и выступают? под дзюдо и по самбо. А так можно? И хороший результат дают. Микс такой, да? Да, у нас есть вот Сичоев, Алихан Часыгов, Мургустов, Цуров, которые везде выступали. И под дзюдо, и по самбо. Сначала давали под самбо результат, и под дзюдо неплохо пошли. Это не мешает как-то настроиться? Нет, нет. Если ребята борются, у них получается и там, и там. Это Игольников есть, которые многие ребята боролись и на Олимпиаде, и они и по самбо, и по дзюдо выступают. И борьба на поясах. Туда тоже наши дзюдоисты и самбисты неплохо себя показывают, кстати. Руслан, расскажи, почему ты выбрал самбо? Самбо – это лучший вид спорта. Из-за этого я... Громче, громче. Самбо – это самый лучший вид спорта, и я захотел в нем выступать. А вот вы в Грозный поехали
Расскажи про это. Кто был Сколько твоим схваток, с соперником? кем Да, боролся? сколько схваток было? Что было интересно, что было сложно? У меня было 2 схватки. Первый такой нормальный был, а второй вообще легкий. Второй вообще ненормальный, да? Это выиграл 8-0. 8-0. Чисто выиграл все схватки. И, кстати, он очень красивый бросок делает, подсечку и на России, и везде у него получается. Он выступил в 2, и в самбо, и боевом самбо. Он сам выступает в 38 у нас весовой категории. Но сейчас не стали ничего вес скидывать. 42 выступил по самбо и в 46 по боевому. И там первые места занял. Молодец. И ему дали пояс. Да? Расскажи. Кому нам? 2 дали нашим, да, по-моему? Да, Хамхоеву дали, и мне тоже дали. Хамхоеву Асхабу? Да. Хамзату? Первый твой пояс? Да, нет, второй Нет. уже. Второй уже? Да. Это мы первому ему давали. Он у нас является кандидатом в мастера спорта по самбо. Это самый юный у нас, можно сказать, юная ласточка, которая до 14 лет выполнила эти нормативы. Ну, Руслан тоже не уступает. Ну, у Руслана 15 первых мест есть. И 2 пояса. А? 2 пояса. 2 пояса тоже? Расскажи, Ну, в каких еще соревнованиях? Где вы завоевал? Расскажи. Первый пояс я занимал в Шали, а второй пояс я занял у нас в Плиево. Ибрагим, много воспитанников у вас? Да, по всей республике. У нас в Магасе школы 2-3 есть. Али-Юрте, просто Назране, Ачулках, Карабулак, Слепцовск, Нестеровка, Зязигюрт. Ну, по возможности везде. Вот МЧС мы положили ковер. Потом вот здесь у нас есть Арапиев колледж. Там положили, когда приезжала с Москвы, Сидякин приезжал, за то, что ребята достойно выступили так, и красиво сказали за Россию, за самбо, за Путина. Он подарил мне ковер. Я этот ковер подарил Мустафе Цурову. И в университете постелили ковер. Тоже Наурузов Муса, заслуженный мастер спорта по самбо, по дзюдо. Там проводит тоже занятия. Это плюс нам, потому что среди университета есть универсиады. Я надеюсь, в этом году мы выставим достойную команду среди университетов, колледжей. Мосна уже это идет, программа идет, и Ингушетия активно должна включиться. Партия «Единой России», Картоевым, Ибрагимом эту работу мы ведем, и будем вести до конца по возможности. Талат Расхал Саид, Руслан, желаю вам удачи, успехов, побольше золотых медалей. Ибрагим, вам побольше таких спортсменов, да. которые добиваются таких высоких результатов. Ну а теперь дайджест российских и мировых спортивных новостей. Интер Майами со счетом 0-3 проиграл футболистам Сиэтл Саундерс в финальном матче Кубка Лиг. Встреча прошла в Сиэтле. Махачкалинская «Динамо» со счетом 1-0 победила московская «Динамо» в домашнем матче 7-го тура «Мир» российской премьер-лиги. Московский «Спартак» со счетом 4-0 обыграл Нижегородское «Торпедо» и занял 5-е место на Кубке мэра Москвы по хоккею. Сборная Литвы установила рекорд по количеству подборов за один матч чемпионата Европы по баскетболу. В игре стартового тура группового этапа литовские баскетболисты победили команду Великобритании со счетом 94-70 и сделали 57 подборов. Петербургский турбостроитель и московский клуб «Самбо-70» вышли в финал Фонбет континентальной лиги дзюдо от дивизиона «Центр». Российский боец смешанного стиля ММА Ислам Махачев проведет следующий поединок против чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата UFC в полусреднем весе Джека Делы Мадделены из Австралии в ночь на 16 ноября по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба UFC. Бой пройдет в рамках турнира UFC 322 в Нью-Йорке. На этом наша программа подошла к концу. Следите за нами в социальных сетях. Если у вас есть вопросы, комментарии или предложения, не стесняйтесь связаться с нами. Мы ждем вашей обратной связи и готовы быть лучше для вас. Будьте в отличной форме и до встречи в следующем выпуске.